Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема будет такой: самые важные и яркие моменты до конца августа. И если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, что меня ждет, что будет до конца августа. Я думаю, вы все уже настроились. Давайте будем смотреть, что нам тут покажет, что нам расскажет. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, у вас будут поездки. Кто-то поедет на отдых, а кто-то поедет, может быть, на пикник к родственникам, на какое-то мероприятие. Может быть, вас пригласят на какой-то праздник в другой город. Очень яркие у вас идут впечатления от этих поездок. Вот удовольствие получаете, эмоциональная, даже какая-то переполненность идет, подрыв эмоциональный у вас. Не игнорьте поездки, обязательно поезжайте. Ничего плохого я здесь не вижу, только вот положительный эффект, как улучшение эмоционального состояния. У вас вот прям яркость идет, яркость, насыщенность жизни вот именно в этих поездках. Дальше, мои хорошие, здесь вот кто-то у меня чем-то увлечется, какое-то новое увлечение. Может быть, это какой-то спорт, либо вид искусства. Здесь однозначно человек творит. Очень похоже на танцы, если честно. Может быть, вы где-то будете танцевать, вот в удовольствие получать от этого танца. А может быть, действительно запишетесь на уроки танцев. А может быть, у вас появится партнер, с кем вы вместе пойдете, да, заниматься танцами. Это очень красиво. Вы понимаете, вы не только удовольствие будете получать от этих танцев, либо от этого, ну, скажем так, спорта, да, либо вида деятельности, но вы еще как-то и здоровье свое укрепляете. То есть здесь польза идет такая колоссальная, как два в одном. И психика ваша более-менее устаканится, и по здоровью как-то вы улучшитесь. Вот вам прям легче становится. Забываете, что у вас где-то что-то там тянет, ноет, болит. Ну, а кто-то вот на танцы начнет ходить, может быть, по вечерам, да, в какой-то клуб, либо там открытая площадка, вас, да, кто-то позовет один раз, вам понравится, вы будете постоянно ходить. Но у меня, если честно, здесь танцует пара, два человека, которые танцуют. И оба довольны, оба рады тому, вернее, чем они занимаются. Дальше, у вас здесь жук вышел, маленький жук. Честно, мои хорошие, это какой-то вредитель. Вредитель, причем мелкий вредитель. Может быть, действительно какие-то жучки. Вам удастся по левой стороне, да, поскольку с левой стороны, вот искоренить этого вредителя. Будь то человек, будь то действительно насекомое, борьба будет выигрышная, для вас выигрышная, то есть вы победите. Если вы сейчас этим озаботились, занимаетесь, либо думаете, как там поступить с каким-то человеком, который вам, ну, действительно откровенно вредит, я вижу, что вы придумаете такой способ, средство, где вы одержите победу. Этот жук, он убегает из вашей жизни и мешать вам не будет. А вам идет облегчение, ну и, конечно же, радость победы над этой ситуацией. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня слон, но хобот у него какой-то прям грустный, прямой и вверх не поднимается. Скорее всего, до конца месяца у вас будет много расходов. Тратить вы будете на себя, исключительно на себя. Ну да, может быть, где-то на семью потратитесь, но больше всего траты идут на себя. Ну, траты эти, ну да, так в жизни бывает, как бы и зарабатываем, и тратим, так должно быть. Не думайте о том, что вы потратили. Ни в чем себе не отказывайте. Вам очень важно получать хорошие позитивные эмоции, ведь эти эмоции откроют вам возможность на то, чтобы увеличить ваши заработки. Вам
ну вот прям вы нуждаетесь в отдыхе, успокоении и даже, может быть, в какой-то степени замедлении. Мои хорошие, постарайтесь до конца месяца вот прям отдохнуть, расслабиться и зарядиться позитивными эмоциями. Поверьте, это важно, это нужно, и это отыграется в будущем на ваших доходах и на вашей жизни, на уровне вашей жизни, на качестве вашей жизни. Попробуйте. Попробуйте не жалеть на себя денежку, да, удовлетворять свои какие-то вот прям потребности, которые у вас будут, желания обязательно свои удовлетворяйте. И не думайте, ой, что я так много потратила на себя, ой, надо было там семье, детям или еще что-нибудь. Не надо об этом думать. Главное, вот не отказывайте себе в удовольствии. Для вас это важно, до конца месяца сохранять именно такое отношение к себе. Так, идем дальше, мои хорошие. Здесь мужчина и женщина очень сильно разругаются. Очень сильно. Тут прям, ну как бой, не жизнь, а насмерть идет. Это не вы, но мужчину и женщину вы хорошо знаете. Вы как наблюдатель. Вы наблюдатель, вы сидите где-то в своей сторонке, смотрите на их там боевые действия и, ну, скажем так, да, улыбаетесь. Улыбаетесь, потому что для вас эта ситуация, она идет приятной. Может быть, это ваш мужчина, и это его любовница, либо это его, например, там какая-то бывшая, либо это его мама. Да, в любом случае, вот они будут драться, ругаться, а вы будете наблюдать. Вам это будет приятно. Приятно, потому что это, ну, логическое событие, которое должно было произойти. Если женщина вот в данном случае чем-то раньше пользовалась, может быть, она магичила, химичила, там, психологически очень сильно продавливала мужчину, то в этот раз ее же оружие будет использовано против нее. У нее ничего не получится. Она не сможет этого мужчину удержать, как держала раньше. Мужчина от нее разворачивается раз и навсегда. Все, он к ней попой повернется. И больше никаких разговоров, никакого тесного общения между ними происходить не будет. Здесь будет поставлена одна большая жирная точка. Девчонки, ну кто ждал этого момента, я вас поздравляю, вы дождались. Честно скажу, вы себя прям сдерживаете, да, чтобы не заулыбаться, не засмеяться и сказать: о боже, ну неужели я этого дождалась, ну неужели я это вижу. Вы в данном случае наблюдатель, и вы чувствуете, что да, наконец-таки справедливость вас торжествовала. Там отношения рухнут просто раз и навсегда. Тут даже, знаете, как без вариантов. Так, идем дальше. Вот смотрите, кто-то заболеет, а для вас болезнь этого человека идет как шанс. Шанс занять либо место этого человека, себя, вернее, показать, да, либо, ну, даже какую-то свободу получить. Это, конечно, плохо выглядит, но я вижу, что для вас это положительно. Смотрите, кто-то заболевает, а у вас как будто бы развязываются руки. Вы можете себя проявить, вы можете поступить, как вам хочется, что-то кому-то доказать, как-то о себе заявить, либо сделать какой-то поступок, который раньше, ну, непозволительно было делать. Вот, кто-то заболеет. И этот человек, вы знаете, он как будто бы входит в фазу вот какую-то бесконечную, да, больничек. Там, из больнички домой, из дома в больничку. Да, постоянно вот такие вот, как циркуляция пойдет между двух как домиков. Да, один дом, а второй больница. И постоянно туда-сюда будет ездочиться. Вот, как убирают этого человека с вашего пути, как расчищают вам путь. Мои хорошие, но если кто-то вам мешал, действительно человек, например, мешал, да, может быть сознательно, может быть несознательно, то сейчас путь будет открыт. Может быть на работе, да, там, ну, человек долго не уходил на пенсию, допустим, да, долго не уходил на пенсию, при этом, ну, у вас не было никакой возможности для роста. Теперь эта возможность у вас появится. Либо из-за
человек на вас как-то давил, прессинговал, либо из этого человека вы были лишены возможности делать, что вам хочется, да, человек теперь потеряет к вам интерес, поскольку сфокусируется на своем здоровье, ну и вам, как говорится, все пути, все дороги будут открыты. Ну вот как-то так идет. Я не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, как бы болезнь человека — это плохо, но с другой стороны, я вижу, что вы выигрываете от этой ситуации. Ну, для вас это хорошо получается. Так. Какая-то говорливая подруга у вас появится. Какая-то женщина очень много разговаривает. Такая птица-говорун. Кстати, женщина очень активная и очень вот такая, знаете, жизнелюбивая. Она, ну вот как будто у нее моторчик внутри, понимаете? Она везде успевает побывать, со всеми поговорить, всю там свежую информацию собрать, разнести информацию, все успевает. Вы как-то с ней сблизитесь, либо больше начнете общаться. Вы от нее очень много всего узнаете. Пойдет всякого рода информация, начиная от там, трэшевой информации, заканчивая очень важной и полезной. Ну, такая, знаете, специфическая. Специфическая, но вам скучно не будет. То есть появится возможность получать, как говорится, информацию молнии сразу, да, первее всех будете получать информацию. Очень много с ней будете вот на телефонной какой-то связи, да, лично она будет приходить, еще по телефону будете общаться. Ну, для вас это идет развлечение и, ну, конечно же, приятнее знать заранее, да, что будет происходить. Эта женщина, она вот прям еще, да, у нее какие-то люди есть. Может, знаете, как все организовать. Если вы в чем-то будете нуждаться, то она знает людей, которые могут помочь. Она может подвести, познакомить. Да, вот все это так, знаете, как сладить, наладить. Такая интересная женщина. Может быть, вы и знакомы с этой женщиной, но как-то не общались, не приходилось. А теперь видите, как у вас плотность общения будет увеличиваться. Дальше, мои хорошие, мне вот нравится, что у вас хорошие новости, прям две хорошие новости. Одна вас обрадует, а вторая вас осчастливит. Одна новость, ну, которая радостная, да, она связана с каким-то человеком, а та, которая делает вас счастливой, связана со звездой, с вашим желанием. Что-то будет исполняться, что-то вы будете получать. Поэтому, мои милые, в принципе, конец месяца очень у нас удачный идет, очень удачный. Так, и еще здесь у вас гости будут. Гости. Смотрите, ну тоже опять же непонятно, то ли вы кому-то будете в гости идти, то ли к вам кто-то в гости будет приходить. Здесь не будет каких-то плохих, лишних, чужих людей. Все сердечные, все добродушные, все друг другу рады, готовы помочь, подсказать. Но вот как делятся крыши. Возможно, как если гости приедут, то ночевать будут. Либо вы кому-то поедете, вот именно тоже с ночевкой, потому что одна крыша идет на всех. Вот прям душевность, которая исцеляет. Вот так идет, мои хорошие. Кстати, могут, например, внуки к вам приехать, погостить, либо вы поедете к внукам гостить, может быть, детки приедут ваши там, на каникулы, либо там, как, там, в гости, да, в отпуск приедут, либо вы, может быть, в отпуске будете, поедете. Какие-то приятное времяпрепровождение вот в гостях или с гостями. Так, ну и кто-то у меня закончит наконец-таки какой-то ремонт. Знаете, вот какой-то ремонт бесконечный. Вы уже так устали, задолбались от этого ремонта, а он все не кончается. Только одно доделали, второе началось. Там, то доделали, еще какая-то, как обяка всплыла. Закончится ваш ремонт. Закончится, наконец-таки, будете довольны, будете рассматривать, гордиться. Какой-то прям, знаете, мучительный, вот как беременность была, да, беременность с родами, вот как устали вы от этого ремонта. Но результат очень замечательный. Будете горды собой, и кто побывает в вашем домике, все будут прям восхищенно хлопать в ладоши и говорить, какая же ты молодец. Вот, знаете, с любовью, со вкусом, с душой вот сделано. Вы еще вот какие-то такие фишечки там вот придумали, да, что-то вот изюминка какая-то есть. Вот все будут на это внимание обращать. Вы большая умничка, большая молодец. Будьте очень довольны. Так, ну и еще я вам скажу про отношения. Для тех, кто в паре, для тех, кто в браке, кто вместе проживает. Здесь у меня два человека получают какой-то грандиозный результат.
То есть они вместе о чем-то думали, возможно, что-то вместе делали, какая-то активность у них была совместная. Вот, и придет результат. Вот я вижу, что вы очень радуетесь, вдвоем радуетесь, потому что у вас идет радость одна на двоих. То есть вы молодцы, вы хорошо поработали. Да, может быть, в процессе вы там спорили, ссорились, ругались, но тем не менее результат очень хороший идет. И вот это хорошее настроение, оно вас прям так сближает, и вы смотрите друг на друга и понимаете, что не зря вы вместе, не зря вы в паре, и всякие там мелочи, неприятности вы можете пережить. Главное, что вы все-таки друг друга слышите, понимаете и способны на совместные какие-то действия, которые вот оборачиваются такими положительными результатами. Так что, мои хорошие, конфликтов точно тут не будет, а будет хорошее настроение и любовь между вами будет. Все замечательно. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.